Пугающие кадры мгновенно разлетелись по просторам интернета. Вечер воскресенья. На манеже Казанского цирка гвоздь программы – индийские слонихи Дженна и Магда. Однако к такому трюку не были готовы даже дрессировщики. Ты хотела шоу слонов? Вот такого шоу ты нигде не увидишь. На кадрах видно, как слон нападает на своего напарника прямо во время выступления. К разъяренным артисткам в первые минуты боятся подойти даже дрессировщики. Вот этот защитный барьер и всего 1,5 метра ширины. Это все, что разделяло в воскресенье слоних от зрителей. Но эту преграду за считанные секунды слониха с легкостью преодолела и направилась в сторону первых рядов. Зрители в панике покинули свои места. К счастью, обошлось без пострадавших. Почему представление пошло не по сценарию и что же произошло между слонихами? Версия конфликта у дрессировщика Сергея Гуляева. С этими животными он уже 23 года лично привез их из польского цирка. У них есть матриархат, да, то есть одна доминирует над второй. То есть это тоже от скукоты вторая, возможно, начала, да, там, примерять на себя корону. Дженни, которая большая слониха, она ей не давала это сделать. То есть и пошла вот такая вот у них как перепалка. То есть они могут бодаться между собой. Так же, как любое животное, как собачки, как кошечки, да, домашние. Только что здесь разница в силе, в мощи и в весе. То есть это все для животного, ну, как бы вполне нормально. Но, как оказалось, яблоком раздора стала не только ревность к своему дрессировщику. Подружки слонихи долгое время провели на изоляции в Перми. Как и все цирковые артисты, отвыкли от зрителей, утверждает дрессировщик. Все отрабатывают свою функцию в тот момент, когда все это происходило. Служащие тоже по возможности пытаются остановить то, что происходит. Директор Казанского цирка Рамиль Шарифулин показывает последствия драки слоних. Ущерб в 1 миллион рублей. Ведь представление отменили и 100% вернули деньги зрителям. Сейчас под вопросом и следующее представление. А судьбу тяжеловесных артисток будут решать всей страной. Мы подключаем сейчас к Zoom-конференции всех слоновников, которые готовы поучаствовать и помочь, чем они могут в плане своего опыта. Также ветеринаров опытных, также зоопсихологов. То есть это будет Zoom-конференция, которая будет наша внутренняя, исходя из которой мы будем принимать решение, что нам делать дальше. В любом случае будет принято то или иное решение во имя того, чтобы и зрителю было безопасно, и чтобы по возможности номер не пострадал. И чтобы зритель оставался доволен, приходя в стены Казанского цирка. И как оказалось, инцидент у слоних не первый в репертуаре. В 1995 году на манеже Киевского цирка произошла похожая драка. В казанском случае будет разбираться прокуратура. Прокуратура района по данному факту с привлечением контролирующих органов, в частности Россельхознадзора, будет проведена проверка соблюдения ветеринарного законодательства. Также обратив внимание на обеспечение безопасности зрителей в период проведения подобных массовых мероприятий. Сейчас Дженна и Магда находятся в слоновнике вместе. Как говорят дрессировщики, разлучать их нельзя. Уже завтра в прямом эфире официального аккаунта Казанского цирка артистки выйдут на арену, но пока без зрителей. Наталья Мезина, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.